Хулабзиақәа ҳтелехәаԥшцәа, аефираҿы иҟоуп исымзазнык ишәыдаагалоу адырраҭара академиа. Ҳара ҳарзааҭгылоит ҳҵарауаа аҭҵаарадырраҿы ирымоу алҵшәақәеи русурақәеи ртәы. Аханатә иааркьаҿны ишәсырдыруеит уаха ишәыдаагалоу атемақәа. Еицырдыруа аԥсуа археолог аҭоурых-ҭҵаарадыррақәа рдоктор апрофессор Гьаргь Кәыҷа-иԥа Шамба иԥсы ҭаны иуаажәлар дрылагылазҭгьы ԥшьынҩажәи хәба-шықәса ихыҵуан. Уи игәалашәаразы аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи анапхгара иҿыркааит астолгьежь, ишәыдаагалоит анҵамҭа. Уажәы ааигәа иҭыҵит абазински материали генка ҳәа хыс измоу ашәҟәы. Уи еиқәыршәоуп еицырдыруа ҵарауаҩ Кавказтәи абызшәақәа рҭҵааҩы аетнограф Анатоли Генка иусумҭақәеи иҭҵаамҭақәеи рыла. Ашәҟәы еиқәдыршәеит Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа президент Зураб Џьабуи, аҵарауаҩ академик Пиотр Чекалови. Ашәҟәы аҭыҵреи уи аҵаки дырзааҭгылоит Ҟарачы-Черкессктәи аҳәынҭқарратә университет апроректор, абызшәаҭҵааҩы апрофессор Сергей Умар-иԥа Пазов. Ҽыбрамзазы Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа аԥышәаратә патологиеи атерапиеи рыҭҵааратә институт аспирантцәа рзы алекциақәа дрыԥхьон Ҟәбантәи аҳәынҭқарратә амедицинатә университет апрофессор Наталиа Владислава-иԥҳа Колесникова. Урҭ шымҩаԥысыз ҳзеиҭалҳәоит абиологиатә ҭҵаарадыррақәа ркандидат адоцент Алиса Матуаԥҳа. Уахазы иалаҳкааз абарҭ атемақәа роуп, урҭ инарҭбаан рылацәажәарахь ҳаиасуеит. Еицырдыруа аԥсуа археолог аҭоурых-ҭҵаарадыррақәа рдоктор апрофессор Гьаргь Кәыҷа-иԥа Шамба иԥсы ҭаны иуаажәлар дрылагылазҭгьы ԥшьынҩажәи хәба-шықәса ихыҵуан. Уи игәалашәаразы аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи анапхгара иҿыркааит астолгьежь. Аҵарауаҩ дыргәаладыршәарц еизеит акыр шықәса ус ицызуаз иҩызцәа, иара дыздыруаз иааигәаны иҭынхацәа. Ари анҵамҭа злырхиеит Дениза Гергеиԥҳа. Зқьы шәихани жәатәи ашықәсқәа рзы ҿыц еиҵагылаз аинтеллигенциа рхыԥхьаӡараҿы дыҟоуп аԥсуа археолог Гьаргь Кәыҷа-иԥа Шамба. Аҵарауаҩ иалихыз азанааҭ аҿы ишьҭахь уаанижьит. Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аиҳабыра Кадиа Џьапуа дырзааҭгылеит Гьаргь Шамбеи иареи ешыратәи абаагәараҿы еицымҩаԥыргахьаз аусурақәа. Гьаргь Кәыҷа-иԥа са сзыҳәаны абни археологиаҿы исыдибалаз аџьабаа ахәҭаак ахьала са схаҭа сыԥсахьынӡаҭоу уи ауаҩы иџьабаа абас абык иаҳасабала дадҳәаҳәаны сымҩақәызҵаз уаҩы дысхамышҭуа схы сгәаҿы дынхеит. Астолгьежь иалахәыз идырбан иара убас авидеоанҵамҭа иҩнызқьи ԥшьба аҩнызқьи хәба-шықәсқәа рзы ишыра имҩаԥыргоз ацуныҳәараҿы Гьаргь Шамба иныҳәара. Иааидкыланы Гьаргь Шамба ҩышәнаукатә усумҭа ижәиԥшь монографиа дравторуп. Аҵыхәтәантәи монографиақәа ҩба рзы иара ианашьоуп Гьаргь Ӡиӡариа ихьӡ зхоу аҳәынҭқарратә премиа. Аҵарауаҩ аҭҵаара ус инаваргыланы аҵарааӡара усгьы даҿын. Иара Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы астудентцәа аҭоурых амаҭәар риҭон. Зқьышәи ԥшьынҩажәи жәаф-шықәсазы ирҵаҩратә ус азы ауниверситет апрофессор ҳәа ахьӡ ихҵан. Аҭоурых-ҭҵаарадыррақәа рдоктор Аслан Аҩӡба истудентцәа дыруаӡәкуп. Иара игәалаиршәеит Гьаргь Шамба илекциа иадҳәало хҭыск. Ҽакалакгьы саауан, иара актәи лекциа ҳаман. Шьымҭан сналоит сагхон, исымша сагхон сыҩналон. Гьаргь Кәыҷа-иԥа даара даамысҭашәоуп, ичҳарагьы даара иӷәӷәабахәаны суааҟәымҵӡакәа шықәсыбжак исымшуа агхо алагар сизымчҳаит иаргьы. Изакәи ара иҳәеит, снеир ҟалом анысҳәа. Изакәи ара иҳәеит, исымшуа агхоит иҳәеит, Аԥсны аҭоурых бзиа умбозар аҭоурых афакультет узҭала иҳасит. Иара убра дахынӡатәа сара сдәылҵит. Сдәылҵын акоридораҿ сизԥшны сгылан. Сиҳәаз сгәы иалс дындәылҵыз сниԥылон Гьаргь Кәыҷа-иԥа ак шәасҳәар ҟалома сҳәан. Ааи иҳәеит, ишәҳәаз хәыҷык сгәы инанамгеит сҳәеит, сара сыстәал ахь ус сҳәеит, усҟан ус схәыцын. Сара сҭоурых бзиа сымбозар, уаҳа бзиа избоит, бысзықәи сҳәахт усҟан. Сыбжьахыртә нас-насын, уара убри угәы иалсуеит ҳәа сгәы иаанагаз исҳәаӡомызт иҳәеит, уи агәхьаа умкын иҳәеит, уи акәым ус злоу иҳәеит. Гьаргь Шамба археологиа ҟәшада иҳабын. Аус ицызуаз усҟантәи аамҭазы аҵарауаа ҿарацәа дыргәалашәоит згәы разыз алафҳәара бзиа избоз еиҳабны. Аԥҵас дырзыҟан зегьы. Аилатәара иалахәыз аҵарауаа иазгәарҭон Гьаргь Кәыҷа-иԥа Шамба археологиа аԥсышәала иширцәажәаз. Археологиа сара нас уи акритика зызуагьы акәым, уи аҟара са исзеилкааӡом, аха археологиа иара маса ицәажәаӡом. Иурцәажәароуп. Уи урцәажәарц азаҳаны адырра дуны иумазароуп. Ирацәаны уаԥхьахьазароуп, ирацәаны асведениақәа ҳаизҵо еиԥш, ирацәаны иумазароуп.
Еидукылароуп, нахьеиҟьоу, ахьеиҟоу, абарҭқәа зегьы еидкыланы, иара сеихынӡа здыруа, ихахьынӡахәаԥшхьоу иҩымҭақәа дхьаҵраны дыҟаӡамызт, аԥсуа дацәхьаҵӡомызт. Иахьа Аԥсуа Аҳәынҭқарратә музеи ханырҭәаауеит хәы змаӡам Гьаргь Шамба иеиԥшааз аекспонатқәа. Дениза Гергиаԥҳа, Степан Мартиросиан, Аԥсуа телехәаԥшра. Уажәааигәа иҭыҵит абазински иматериали Генка ҳәа хыс иаманы ашәҟәы. Уи еиқәыршәоуп еицырдыруа аҵарауаҩ Кавказтәи абызшәақәа рыҭҵааҩы аетнограф Анатоли Генка иусумҭақәеи иҭҵаамҭақәеи рыла. Ашәҟәы еиқәдыршәеит Аԥсны Аҭҵаарадыррақәа Ракадемиа президент Зураб Џьапуи, аҵарауаҩ академик Пиотр Чекалови. Ашәҟәы аҭыҵреи уи аҵакы дырзааҭгылоит Ҟарачы-Черкессктәи аҳәынҭқарратә университет апроректор, абызшәа ҭҵааҩы, апрофессор Сергей Умар-иԥа Пазов. Анатолий Нестерович Генка известен не только по Северному Кавказу, но и по Российской Федерации, и за рубежом, как довольно крупный и успешный исследователь кавказских языков. В первую очередь, конечно, он многое сделал относительно исследования проблем, тяжелых вопросов языка, абхазско-адыгской подгруппы. Но, тем не менее, у него есть большие исследования и по нахским языкам, дагестанским языкам. Более 10 языков Кавказа он изучил, разговаривал, на них у него есть исследования. При этом всем он не просто, сидя в кабинете, все это делал, он выезжал на полевые работы, например, по абазинскому языку. Первая монография, которая касается абазинского языка, это большая монография как раз Александра Нестеровича. Судьба этой монографии своеобразна. Она была закончена в начале 30-х годов, в 1934 году, во всяком случае, была готова к изданию, но вышла монография только в 1955 году. Но там много проблем. Примерно такая же судьба и по фольклорным материалам. Я почему говорю, фольклорный Александр Нестерович, занимаясь изучением языков в полевых условиях, сам собирал фольклорные материалы, чтобы потом анализировать и оттуда уже выводить языковые законы и так далее. Кстати, я сказал, первая монография принадлежит его, да и первые в таком большом объеме записи абазинского фольклорного материала. Это касается и сказок, и пословиц, и поговорок, и других жанров устного народного творчества, тоже принадлежат ему. Но они оставались до сегодняшнего дня во многом в забвении, в архивных материалах. Знали, что он собирал. Он работал и с представителями, просветителями абазина, вот, кстати, с Тоболовым. Но при всем при этом материалы Генка оставались. Благодаря Зурабу Джотовичу Джапо и Петру Константиновичу Чекалову, которые поработали хорошо в больших архивах и Санкт-Петербурга, и Москвы, и в Ставрополе, где оставался довольно ценный архивный материал Горского института. Был такой институт в свое время, который имел хорошие подразделения во всех областях, республиках, и который занимался вместе с комитетом по новому алфавиту, созданием алфавитов. И вот в этом так получилось, что Пятигорск был центром Горской республики в то время, когда закрывали этот институт. И благодаря этому, когда институт был закрыт, все материалы попали в Ставропольский государственный архив. И мне удалось в свое время по приглашению Ставропольского университета, того же Петра Чекалова, поработать определенное время в этом архиве. И очень много довольно интересных вещей. В том числе меня интересовали материалы Генка. Я их видел, даже незавершенную монографию, которую с него
потребовали, сроки прошли, забрали, ну и переписку, телеграмму и так далее. Достоинство вот этой книги, которую сегодня издал Зураб Джотович вместе с Петром Константиновичем, заключается в том, что здесь как раз вот эти рукописные материалы, записанные латинской транскрипцией, они в виде фотокопий, если не все, но они большинство находятся в этой книге. Другое, они переведены на действующий алфавит абазинского языка, и к ним, безусловно, приложены комментарии. Разделены они по наречиям, говорам абазинского языка, вот эти тексты записаны, и изучая вот это все, исследователю легко понять систему самой работы исследователя Генка. Он охватил почти все наречия и говоры абазинского языка, не оставил ничего, чтобы потом, бывает так, материалы одного диалекта дают одно, другого другие интересы, другие особенности. Вот он как опытный исследователь как раз постарался, знал это, сначала изучил, собрал материалы по всем говорам, а потом уже исследовал их и уже на этой базе написал монографию «Абазинский язык». Как раз там идет еще под названием «Наречие Тапанта». Поскольку литературный язык основан на этом диалекте. О наличии, я еще раз повторюсь, этих текстов знали. Но мало кто знал, что в таком количестве и в таком прекрасном виде они лежат в архивах не только в Государственном архиве в Петербурге, в Москве, в Ставрополе, но и большое количество лежало у него дома, сохранила жена, потом дочь, с которой и Зураб, и Петр встречались, разговаривали. Она во многом помогла им. Вот это большое дело, и спасибо им за это. Процесс обработки они разложили по диалектам, по говорам, и даже по годам они записали, когда что записывал, пронумеровали пословицы, афоризмы, все, что было, сравнили. В данной работе есть еще один момент. Кроме того, что они привели фольклорные тексты, безусловно, во время работы они сталкивались, видели, знакомились с большим количеством писем, телеграмм, направленных как Генка, как и от него. Многие вещи, которые до этого считались спорными, здесь уже довольно ясно проступают. Это касается того, насколько эта монография «Абазинский язык» принадлежит Анатолию Нестеровичу, поскольку в 1955 году один и тот же материал, кроме одного вступительной главы, слово в слово, две монографии вышли под разными авторами. Один назывался «Абазинский язык», наречие Тапанта, а другой назывался там с диалектами, со всеми тогдами Сердюченко. Эта книга дорога, имеет ценность не только как фактический материал устного народного творчества Абазин, который до сих пор не было доступно широкому кругу читателей. В этом отношении это очень большое значение имеет. Шәышықәса инеиҳаны изхыҵуа хәызмаӡам арҭ аҭҵаамҭақәа идызкыло ашәҟәы аӡыргара згәаҭоуп Черкесск. Аԥсуа базажәларқәа реизааигәара иҳаракгьы изныԥшуа бызшәоуп. Аҵарауаа иазгәарҭоит ашәышықәсақәа раԥхьа урҭ еидызкылоз бызшәакны ишыҟазгьы. Аха уи аахыс акыр аԥсахрақәа шаланагалаз. Амилаҭ маҷқәа рбызшәа аҭагылазаашьазы ицәырҵит акыр апроблемақәа. Аҵарауаҩ Сергеи Умар-иԥа иҿцәажәаразы иҳауз алшара ҳхы иархәаны ари атема дазааҭгыларц ҳиҳәеит. К сожалению, проблем много. И много она связана в первую очередь с малочисленностью. И абазинского, абхазского в 3 раза, может, народу больше, но для мировой практики это тоже малочисленный народ получается. Последние годы мы имеем мецената, прекрасного человека, Мусу Хабаровича Игзекова,
и программу, которую под его нажимом серьезным составили, и на 10 лет она работает, когда-то активнее, в какие-то годы, может, вот нынешний год с небольшим таким торможением. Муса Хабалевич вот, и руководимое им подразделение Алашара, они имеются в Черкеске, они имеются здесь, в Абхазии, они имеются в Турции. И сегодня они работают как раз над сбором материалов и больше всего с молодежью, которая должна сохранить этот язык. И государственной программы в Карачаево-Черкесии нет. Здесь есть свои трудности и вещи, которые могут реализоваться спокойнее при желании руководства республики и ученых, и людей, которые не так легко можно реализовать в Карачаево-Черкесии. Кроме русского, там 4 народа титульных и 4 языка. Чтобы абазинам или карачаевцам или другим что-то, чем-то помочь, надо думать о том, чтобы это не приводило к негативным последствиям со стороны других народов. Сегодня учащиеся средних школ учатся в основном 60%, а то и больше, до 9 класса, а потом, чтобы не сдавать ЕГЭ, уходят в колледжи, училища всякие, из которых мы потом мало получаем в институт. Это уже чуть ли не катастрофой можно назвать. Абас еиԥш азҵаарақәа иахьынӡауа ахәҭак акәзаргьы рыӡбаразы насгьы аԥхьаҟатәи апланқәа дырзааҭгылеит Сергей Пазов. Иара мышқәак ирылагӡаны Аԥсны иҟазаара зыдҳәалаз далацәажәеит. Мы сейчас работаем по программе Алашара, сохранение и развитие абазинского, абхазского языков, культуры и так далее. И через Алашара я готовил в этом году, я не один, там целая команда, которая выполняет, в том числе и сотрудники Петербургского офиса и Черкесского офиса. Заявку, проект составили на получение гранта президента Российской Федерации. Мы это выиграли, теперь его надо реализовать. Это мы как определенный инструмент. Мы и без этого делали большую часть того, что там запланировано. Это касается по линии Алашара, Карачаево-Черкесский университет, администрация Абазинского района. Туда входит несколько мероприятий. Это конкурс чтецов, но это учащихся касается пока. 3 возрастные группы: начальные классы, средние классы и старшие 9-11 классы. Потом конкурс сочинений на абазинском языке. Это и свободные темы, и литературные темы, то, что изучается в школе. И еще олимпиада по абазинскому языку, литературе, фольклору, которая в тестовом режиме. И все это у нас заканчивается подведением итогом и проведением параллельно больших табуловских чтений. Тоже 5 лет в этом году. Мы вот это все заявили на президентский грант, выиграли, и поэтому туда мы прибавили еще проведение мастер-классов по абазинскому языку, по абазинской литературе. Мы сейчас рассматриваем возможность, вот то, о чем я говорил, проведения конкурса чтецов на свои собственные стихи. Просто мы немножко не торопились с введением этого конкурса, потому что встанет вопрос: а судьи кто? Мы поговорили с Мусой Хабалевичем и решили так: привлечем для подведения итогов и поэтов известных из Абхазии и из нашей республики. В этом году дальше у нас планы большие. Давайте сейчас преждевременно о них говорить, что получится, что не получится, но чтобы эти планы были реализованы, или более так, нельзя все наскоком брать. В этом году мы договорились в качестве пилотного проекта во все эти конкурсы пригласить учащихся из абхазских школ, абхазских селений, города и так далее. Поэтому 25 октября у нас эти конкурсы проводятся. У меня была встреча с министром образования и науки Абхазии. Договорились примерно такой же
такое же положение о фестивале по абхазскому языку сделать с этими конкурсами, и тогда он утвердит это. И дальше мы будем уже, надеюсь, проводить параллельно все эти конкурсы, а может здесь больше опыта, что-то еще новое предложить, и мы себя включим. Ну, вот так будет идти развитие. Мы будем проводить все это здесь и там параллельно, а потом на финальный тур мы будем ежегодно собирать то ли здесь, то ли там, в общем, попеременно. Общение детей – это наше будущее. Поэтому сейчас вот пилотный проект, одну только часть того, что мы дальше собираемся делать, хотим посмотреть, что из этого получится, дальше будем. Поэтому сегодня я встречался со студентами университета, разговаривал. Завтра будем с учащимися разговаривать, отбирать, кто что сможет. Брамзазы хымш инейпанкыланы. Апсна ацарадыры академия, апышарыт патологии, а терапия царат институт аспирантшарза, Алекция Квадрыпхин, Кубанты Ахюнткарат медицинат университета профессор Наталья Владислава Пхаколесникова. Уртшими пысыз хзейталхует, а биология царадыры кандидата, доцент Алиса Матуапха. Харах институт аджи вича аспирантша, академия царесцо, вхоп убри лаборатория иммунологии, вирусологии лаборатория усроит, ах подпия курса аспирантура царадыры академия цараечу. Убрт специальность иммунологию. Убри специальность абра яхзатацум. И ходор кандидат минимум урастала яртару. Убри он ушта и рецеп хаха ишти убри халатшажон и гяхтахан иммунология и тысцао и бзин из дыру красцаско ава урастала убри урастала би студентша аспирантша и рыдызгало арцевша абрахя херарахтар. Убри идея хацарадырат академия аджи убри халатшажит ацхрара гехартит дырабзурала Наталья Владиславовна Колесникова и цертыру Кубант медиката университет профессор Тахзайна Тыган. Хымшке хумштыганаха хымш и помгадзака Алекция Квадрзапхит аспирантша радаги убрюза увид нахса и шиш дурейб шапсна хенткарат университета ча его по специальность медицинская биохимия захицо убрт харе харзапхита иммунология дарача ахабрюза таглазаша анхау харада убрт кир дахкалит яйнил зацирвит убри амыштахки хаким шакирлахит тазмаз интерес маз яхзайт убрекант иманшалан и ситха яхрето хахоп яхя иммунология а наука а медицина ча красцаско тапанна колот харада ой сарадара бзиз бот зиханок цумизис феробуси иqotsqobekha иммунитет ишот ауидниз Йоуза иммунитет, штрала при иммунитет ахцу. Наски нас його иммунитет, а ченрала рад иммунитет ахцу. Русхилохозер врожденный и приобретенный иммунитет. При Наталья Владиславовна яха дазат кылит штрала при його иммунитет. Хапхера абри октябрь амзазыхан даот ицеги унесуй нас хапхера кевшала чаже зракхам профессор Санкт-Петербурга Онто Полевщиков Александр Витальевич уй ихиркушут абрецикл дала чажот ачнраларат иммунитет. Иммунитет зипшро айлка ракетахами харах института чы уште хаму патагла заша убри иммунитет от цара. Ира аджа аспирантка Хамида Трапшпал диссертация по хёзерке убри итылцаот акура дузмо ава иммунитет агирт акураква изларепшып. Убри захята глаза шахам. Алцшоква Хаура нахаку безбанзер при Полевщиков Александр Витальевич Хасаныхо профессор
абри ацикл далгар, нас ҳаӡӷабцәа, ҳаспирантцәа Урыстәылаҟа иаҳшьҭыроуп абри имунологиа кандидат минимум хаданы ирымоу акандидат убри иарҭароуп, иманшәалахоит, ҳагьгьы ҳагәыхоит. Акыр иаԥсоу ҳтелехәа аԥшцәа, абри ала уахатәи ҳдырраҭара ҳаркәшоит анаҩстәи ҳаиқәшәара аҟынӡа. Абзиараз.